Добрый вечер, в эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим с самыми интересными людьми. И сегодня будет не совсем обычный Prime, потому что я хочу его не хочу его посвящать каким-то текущим событиям, и плохим, ну, в основном плохим и печальным, которые происходят в оккупированном Крыму, потому что они бесконечны на самом деле. И в том числе один из тех людей, который постоянно занимается защитой нашего народа, попавшего в оккупацию. Сегодня у меня в студии это адвокат Николай Полозов. Привет, Коля. Здравствуй, Айдар. И я хочу сегодня, знаешь, такая у меня сверхзадача, э, записать, зафиксировать для будущего э, тебя как личность. Потому что с тобой все время берут интервью С как с функцией. функцией, да. Но адвокат, понятно, да, вот у него есть функциональные обязанности и так далее, и так далее. Как человека я тебя знаю, конечно, ближе многих людей, которые смотрят, но тоже недостаточно, потому что ты все время занят, все время в бегах, и даже когда ты приезжаешь и в Киев, и в Крым оккупированный, тебя очень трудно поймать, потому что дел много, и ты просто так ничего не делаешь. Понятно, ты разрываешься между Ну, своей приходится, работой, да. да. Вот, и плюс ты живешь еще в Москве, что тоже само по себе, так сказать, ну, как и для меня так это тревожно всегда. Поэтому наконец появилась возможность с тобой подробно поговорить и познакомить с тобой как личностью зрителей АТР, которые, ну, конечно, вот если есть у людей стопроцентная узнаваемость, то вот на телеканале АТР вообще среди Харамблы ты обладаешь стопроцентной узнаваемостью. Ты человек, которого знают каждый, ну, может, кроме совсем детей. Вот. Как ты вообще, уже и все забыли на самом деле, как ты оказался адвокатом крымских татар? С Ну, чего это все началось? история началась с 2014 года. И, в принципе, история, связанная с Украиной, с Крымом, она началась с 2014 года, потому что до 2014 года я жил в Москве. Я уже работал по делам, связанных с политическими Я преследованиями так помню, различных тебя людей. Кусирает дело вот Было это, дело да, с их Кусирает, выступлением в храме Христа да, Спасителя, был да. ряд других активистов. Навального даже успел позащищать в одном из административных дел. И когда произошла оккупация Крыма, когда началась агрессия на востоке Украины российская, то неизбежно начались преследования граждан Украины. И это свойство авторитарного режима осуществлять репрессии. Он просто неотъемлемое свойство. Брать заложников, я Брать прошу прощения, это заложников. террористического режима свойств. И для меня, ну, естественным продолжением стало защищать политических заключенных уже граждан А Украины. кто к тебе обратился? Первый человек с Украины, с которым ты имел разговор на эту тему? Ну, первый человек, первый кейс, который был, это был кейс Надежды Савченко. Мгм. Вот, и тогда я работал с коллегой, адвокатом Марком Фейгиным, тогда он был еще адвокатом. К нему, я, честно говоря, уже не помню, кто обратился с просьбой или с предложением защищать Надежду Савченко. И фактически это было лето 2014 года. Мгм. Первый раз я приехал в Киев после начала войны. Вообще до этого в Киеве был один раз. Один раз, и это был, по-моему, 90 или 91 год. То есть, Пионером еще. ну, еще совсем небольшим, да. Вот. И первым крымским татарином, с которым я познакомился в Киеве, был Мустафа Джемилев. Ну, ты сразу, знаешь, тебе Ну, сразу повезло. ну, Вот что реально, называется, с без козырей шуток. зашел. Я Да. вообще не представляю такого, ну, наверное, мало людей таких в мире, для которых первый крымский татарин, которого он видит, сразу Мустафа Джемилев. Да. Не могу не спросить о впечатлении. Но, нет, первоначально, как бы, ну, мы пообщались, вот приятный дедушка такой, да, там был еще Рифат Чубаров на этой встрече, как раз мы на Кловском спуске встречались, ну, обсудили какие-то дела, потом уже я, естественно, начал интересоваться, что это за люди, и, конечно, передо мной открылось. А ты не знал, кто такой Мустафа Джемилев, когда с ним А, встретился? Я И слышал Чубаров? об этом, Но но, мало, да? но я никогда... Не Я углублялся. читал про Андрея Дмитриевича Сахарова много, да, естественно, в А, и он контексте, упоминал про да, Мустафу да, Ага. в Мгм. контексте про Мустафа Ага было. И, конечно, потом я был просто поражен величиной, да, величиной личности этого человека, вот, жизненным путем, который он проходил. И ну, фактически с этого и началось мое знакомство и с крымскими татарами, и впоследствии с Крымом, потому что первый кейс по
крымским татарам, которым я начал заниматься, это было дело сына Мустафы Джемилева, который на момент оккупации оказался в заложниках у российских властей, Находясь в изоляторе. находясь в изоляторе в Симферополе, да, и его дальнейшей судьбой пытались манипулировать, пытались выкручивать руки Мустафа Ага, какие-то требовать уступки, какие-то политические решения, Но они которые были думали, бы. что опять, вот знаешь, люди книжек не читают. Вот они, и когда Путин с ним разговаривал по телефону, и когда они думали, что можно его шантажнуть сыном. Ну, человек, который 300 с лишним дней, я забыл рекорд Гиннесса, держал голодовку, его кормили через трубочку в атмосфере абсолютной безнадеги. Он говорит, я был готов умереть. Спокойно мне говорит. Ну, действительно, в те времена представим, да? Вот. Даже средств коммуникации таких нет. Ну и умирали Да. люди, тот же Умирали люди. Марченко. Да, да. Да, Марченко же умер. да, да, Стус, вот тоже пример такой. да. Уже и перестройка шла. А то вообще Да. были такие времена. Ну, Горбачев был фактически, да, это же был 86-й, по-моему, год, да? Да. Вот, и, конечно же, для меня это было как бы открытие новой вселенной абсолютно. Да, то есть, ну, что такое Крым, я, может быть, и представлял. В Крыму я тоже один раз был до всех этих событий, по-моему, в 94-м году или 95-м, еще тогда карбованцы были, то есть даже Мгм. гривен еще в те времена не было. Вот, но после этого меня прямо вот, что называется, утащило в... А ты такой вообще, давай так честно, я же не знаю тебя в детстве, ты младше чуть меня так далее. А ты такой рафинированный московский мальчик такой, да? Ну, я Который... родился в Москве, то есть как бы Мгм. коренные москвичи, Мгм. вот, Такой, и... Вы же, бабу- ба- вы же обычно снобы, ничем не интересуетесь, что за МКАДом Да, происходит, там да, такие. да. У Да. меня одна бабушка в МГУ преподавала, другая в Ну я же... МАИ. Все, Вот, ну и я же говорю, ты поэтому, такая, да. да, такая история. Вот, это такая интеллигенция, московская интеллигенция, да, потомственная, что называется, да, Мгм. потому что сейчас-то Москва это уже понаехавшие по большей части, как у нас говорят, да, вот, в нерезиновую. Но тем не менее. И, ну, в принципе, это не увлекало. Но с другой стороны, понимаешь, и сама стезя адвокатская, и работа по политическим делам, я же тоже не сразу начал заниматься политическими делами, как стал адвокатом. Да? То есть я проработал по обычным криминальным, гражданским делам. То есть у меня был там стаж порядка 3-4 лет до того, как А я оно тебе вот надо вступил было в в это. политику-то лезть, понимаешь? Я вот, если честно, я кроме проблем, ну, понятно, что ты и зарабатываешь, это твоя работа и так далее, но вот Ну, в на этом принципе, много не ну, заработаешь, я тебе вот говорю, что честно тебе гораздо скажу. выгоднее защищать каких-то коррупционеров, ну, так Ну, вот. безусловно. Или хотя бы делать вид, что ты их защищаешь, зная, что суды, Нет, заносить слушай, бабки гораздо там выгоднее заносить кому-то, бабки, да. но это не наш путь. Адвокат же часто это в условиях таких тоталитарных обществ, это просто человек с чемоданом. Ну, скажем так, про коллег у меня этика не позволяет Ну, я сказал это уже, распространяться, да. да, но такое явление имеет место быть. Да, да. Знаешь, еще вот такая ремарочка маленькая. Я периодически встречаю, и сюда приходила внучка Мустафы Джемилева с бабушкой, и с мамой, и с папой. И я их периодически встречаю в городе. Девочка, конечно, Мирьям, да. фантастическая. Да, Мирьям да. такая девочка хорошая. И он так с ней, ну, вот именно как дедушка с ней. Так Единственный человек, который может командовать Мустафой Ага. 100%, да, да, да. То есть она по могуществу точно больше, чем любой Путин и любой Любой президент президент Соединенных мира, Штатов, да, да. да, да. Тем более, что они сменяются, а Мирьям нет. И я просто, вот я сейчас подумал, да, ведь это же вот такое счастье, к которому ты имеешь самые прямые Ну, отношения. можно сказать, что да, имею отношение, потому что изначально план у российских властей был удерживать Хайсера, сына Мустафы Джемилева, в заложниках по жизни. То есть, действительно, в Бахчисарае накануне оккупации, Мгм. за несколько месяцев до начала оккупации, произошел несчастный случай. Об этом много Да мы кто знаем, ну что это знает и вспоминать так теперь, далее. да. Вот. И надо отметить, что на тот момент Мустафа Ага, несмотря на то, что он был действующий депутат Верховной Рады Украины и обладал серьезным Он влиянием в никаким Крыму, блатом ничего не решал. абсолютно, Да, абсолютно. То есть он сказал, все должно быть по по закону и закону. Я честно. помню. Вот. И я все эти материалы видел. Я видел материалы украинского расследования, я видел материалы российского расследования. И намеренно следователь, причем здесь очень интересная деталь, там же как происходило? До оккупации расследовали украинские силовики,
А после оккупации дело заново начали расследовать уже представители Следственного комитета Но России. юридически это абсолютный трэш Это адский. Это абсолютно невозможно, потому что невозможно. невозможно в принципе, Потому да. что закон не имеет обратной силы, а после оккупации они приняли федеральный конституционный закон, который отменяет положение о том, что закон не имеет Вообще, обратной конечно, силы. и последнее, вот, что некоторое время назад было, это приговор, так называемый, Рифату Чубарову. Задним числом в украинской юрисдикции произошел Ну, это же митинг, дело, да? что, как и у Чайгоза, это один и тот же кейс. Да, Да, то есть да, да, сначала они да, да. Чайгоза провели, потом Да. вот решили, ну, давайте еще заработаем звездочек, палочек или что там. Слушай, вот я не могу понять логики, как эта машина работает. Объясни, пожалуйста. По идее, проводя суд в оккупированном Крыму, который не признает ни одна страна мира, заочно сажая главу Меджлиса, признанного всем миром, Рифата Чубарова за совершенно сфабрикованному, очевидно сфабрикованному для всех делу. А Они же вот так, если смотреть с точки зрения разума, они же себе проблемы создают. С этим кейсом можно в любой, уже там и Госдеп выразил, там все, никто этого не признает. Россия сама задокументировала очередное свое преступление. Ну, Зачем это надо? Ну, конечно, мы это можем свойство говорить, что... системы, Эдер. Но они могут продать это своему населению. Ну, какому там населению интересен Крым, который Абсолютно они уже, да, неинтересно. там, да. Абсолютно не- Ну, зачем? Где Ну, логика? понимаешь, это по той же логике, зачем не Бензя, представитель России в ООН, да, Мгм. сидит и с каменным лицом говорит просто откровенные глупости, откровенное вранье, да, на заседании, там, например, Совета Безопасности ООН. Зачем он это делает? Когда всем все очевидно. Ну, что он должен стать, покаяться? Что Но ли? у Ну, него что понятно. поставлена такая задача, да, и в случае вот с делом Рифата Чубарова или вот скоро будет приговор по делу Мустафы Джемилева, который сейчас у нас тоже активно понятно. слушается, да, задача стоит, чтобы у Небензи, помимо каменного лица, еще в руках была какая-нибудь фиговый листочек, вот бумажка, значит. да, чтобы он мог трясти и говорить: вы смотрите, Чубаров преступник, зачем вы слушаете его? Вот Мгм. только ради этого. Мгм. Хотя есть, они и знают, все- что это не Смотри, проведет и все эти впечатления дела никого. по терроризму, и все эти ярлыки преступников только ради того, чтобы вот это чмо кацапское встало и сказала, он преступник, это террорист, а этот экстремист. Дискредитация, Все, больше да. ничего. Попытка Мгм. дискредитации Я понял. лидеров крымских татар. Да вот, возвращаясь к делу Хайсера, интересная деталь, что вот тот следователь, который начал расследовать дело Хайсера уже после начала оккупации, Магомед Мгм. Магомедов, Мгм. а, он же являлся следователем по делу Мустафы Джемилева, который мы сейчас Слушай, слушаем. откуда его привезли, этого Из Магомеда? Дагестана. А, Он это... приехал в апреле 2014 Мгм. года и закрепился, и до сих пор там в Крыму в Следственном комитете Ну, такая, они же, работает. я даже вот предполагать не буду, чем занимались эти исследователи, так называемые в Дагестане там, или в Конечно, ростовском суде, в этом конечно, военном, где конечно. судят крымских татар. И он намеренно сфальсифицировал дело, намеренно ужесточил обвинение Хайсеру, Мгм. для того, чтобы там как бы статья какая? Либо идет статья предумышленное убийство, Либо нет. либо непредумышленное, Мгм. либо по неосторожности. Он Мгм. специально взял самую жесткую, для Мгм. которой До наказание пожизненного. максимально пожизненное. Мгм. Вот. И у них был план, да, давайте вот мы посадим Хайсера И и будем будем... дергать Мустафу Да, Агаджем, или да, да. шантажировать и так далее. Вот. И я вступил в этот кейс, когда дело уже поступало в суд. А в тот момент в Крыму они еще не успели создать так называемый Верховный суд Крыма, потому что подсудность такой категории дел относится не к судам районным, а к Мгм. более высшей инстанции. И они передали в Верховный суд России, принял решение, давайте в ближайший регион передадим, в Краснодарский край. Вот. И фактически, запрыгивая на подножку уходящего поезда, нам удалось заявить ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Мгм. То есть это вот, знаешь, как классическая история, 12 человек сидят, слушают. И это был такой действительно юридический процесс. Там был сильный обвинитель. Обвинитель там была прокурор, женщина, которая посадила банду цапков. Если ты помнишь, В Краснодарском история крае. с станицы Когда была Кущевской. убита, кстати, ты знаешь, что это была Семья, крымско-татарская да, семья? да, семья крымских татар. Аметовой, кажется. Да. И, ну, прокурорша достаточно опытная женщина, да, и удалось убедить присяжных в том, что это было неумышленное убийство, И что из-за это была этого случайность. срок был меньше дан. В итоге даже. получилось, что на круг, с учетом апелляции, Мгм. 3,5 года. Мгм. Хотя было два состава. Это причинение смерти по неосторожности и хищение оружия. Мгм. Вот. И после этого Хайсер, отбыв 1 год в колонии в Астрахани, вышел на свободу, мы его перевезли, то есть нам очень сильно консулы Украины помогли, чтобы его перевести.
И он вернулся домой, уже это был 16-й год, вот, и он смог воссоединиться со своей семьей, с женой и так далее. И вот благодаря этому Мустафа Ага осчастливен внучкой. Вот, то есть получилось вот такой хэппи-энд. Сколько раз ты за это время был в Крыму, за вот эти годы? Это вопрос для СБУ? Ладно. Ну у тебя же есть разрешение посещать? Понимаешь, какая штука? Прямо скажем, что на законодательном уровне это не урегулировано. До То сих пор, есть да? у меня То есть ты как адвокат украинских граждан всё 7 лет равно. прошло, Да. да, у меня были различные бумажки, разрешения на определенный период, на разовый заезд и так далее. Сейчас точной процедуры вообще нету. То есть я уверен, что есть какой-то сотрудник СБУ, было бы странно, если бы его не было, который записывает Сколько раз в адвокат тетрадочку, Полозов сколько нарушил границу Украины? Да, но здесь нюанс. Если ты нарушаешь границу Украины в ущерб интересам государства, это уголовная статья. А если ты просто нарушаешь, Административ. административка, то есть 15 суток, да? сколько ну, там слушай, такое? могут, вот по последним вот этой моде новой украинской власти могут подвести под санкции РНБО и просто мне заборону на въезд в Украину сделать, Слушай, я если думаю, захотят. такого не будет. Хотя чисто формально, конечно, формально, это да. дико абсолютно. Ну, понимаешь, по-хорошему уже 7 лет толдычим. Нам нужен закон о политзаключенных, Да. закон об оказании Об правовой адвокатуре, помощи да, политзаключенных, политзаключенным да. на оккупированных Ничего не территориях. принято до сих пор. До сих Две пор власти ничего. сменилось? Ничего не принято. Ну, надеемся, что когда-нибудь это произойдет. Ну, да, стыдно, товарищи депутаты, товарищи сотрудники администраций всяких там, бывшие и нынешние, что адвокат, основной адвокат украинских граждан, моряков, я напомню, если кто-то забыл, крымских татар и так далее, ездит заниматься защитой украинских граждан, вынужден, и он вынужден нарушать при этом закон Украины, хотя для таких людей нужно принять закон. Да не только, не для Коли. Не Коле этот закон нужен, Полозову, а людям, которых он защищает. Правда? Ну, как-то смилостивьтесь уже, да? Облегчите защиту людей, которых государство наше не может физически защитить само, но хотя бы так. Ну, я не знаю, ну, думал, как-то это все-таки Ну, отрегулировать. нет, смотри, какая штука. То есть можно заезжать через материк, да, то есть я из Москвы еду Нет, ты в не будешь ничего Киев. успевать, это понятно. Ну да, то есть это круг, да, Да. потом, понимаешь, из России выехать это тоже целая история. И в связи с Да, ковидными там же не ограничениями выпускают, да. нужны основания, Основания по нужны, которым ты выезжаешь, конечно. вот эти ковиды Да проходить, все тесты. понятно, То да. есть это, ну, непросто. Ні, ну ми должны, якби, українська влада просто має, повинна сприяти. Ну, По будем идее, надеяться, что да. отвлекутся от более важных дел и нашими грешными делами тоже займутся. А с кем ты общаешься? И ты вообще общаешься с представителями украинской власти, бывшей, нынешней? Или имеешь контакт какой-то? Ну, общаюсь в некотором роде. То есть я общаюсь с депутатами Верховной Рады, которые мои подзащитные, например. Да, тот же Мустафа Джемилев или Ахтем Чайкос. Не, ну да. не с ними, я имею в виду других. Министерство, Министерство, ведомство, администрация, офис президента. Из всех органов государственной власти я общаюсь только с Министерством иностранных дел Украины. Но это понятно, потому что защищаю граждан, в том числе, которые находятся и на территории Российской Федерации, не только в оккупированном Крыму. Да? И огромное спасибо консулам Украины, в посольство Украины в Москве, которые проделывают огромную работу, ростовским консулам. Тоже это люди, которые самоотверженно ходят по этим тюрьмам, постоянно каким-то образом стараются помочь политзекам, на суды приходят, пробиваются в Лефортово даже каким-то чудом. Вот. И второй орган – это офис омбудсмана Украины Людмилы Денисовой, с которой тоже налажен такой оперативный контакт. А остальные органы власти, как-то не проявляют какой-то заинтересованности. А есть централизованный орган, или это вот действительно на Денисова возложено, да, мониторинг и сприяние деятельности на захист наших политзаков? Ну, скажем так, Людмила Денисова, она осуществляет большой пласт работы в этом направлении. Но, например, вопросы фактического оказания юридической помощи за рубежом, это только через консульский департамент МИДа. Вот ты про консулов сказал, назвал их самоотверженными людьми, но они имеют украинское гражданство и дипломатическую защиту. Понятно, что это ничего не гарантирует в условиях России, они все равно рискуют чем-то, но все-таки меньше, чем ты. Ты российский гражданин, коренной москвич. В понимании, даже, знаешь, вот они на меня дело вот это открыли,
и там судят меня. Я сижу сейчас в Лефортово, наверное, Заочно. заочно, да. Судят меня там за терроризм какой-то и так далее. Но я все равно для них все-таки не свой. Они слушают, ну, это Мужинбаев, понятно, это крымские татары, что с них взять, это все-таки такое. А вот ты, этнический россиянин, москвич, Родина выкормила, вырастила тебя, да? И ты работаешь просто на фашистов, на врагов, на хунту, на вот, я не знаю, я не буду оценивать твои риски, тебе виднее, но тебе самому-то не страшно вообще этим заниматься Слушай, сейчас, особенно, когда ну, там сажают же одного за другим, оппозиционеров там. ну, слушай, сажать начали не вчера, да, и мы прекрасно понимаем, что жесткая реакция была и как до 2011 года, когда маргинальных каких-нибудь там МБПшников, еще Мгм. кого-то, да, периодически посаживали, и после 2011 Нет, ну года. ты не понял, ты предатель Родины все-таки. Вот большая разница. Предатель — это когда ты был с ними, то есть ты был в структуре, ты был как бы там погоны имел какие-то и потом А переметнулся. ты никогда в госслужбе не был. Но вот после окончания института я стажировался в Министерстве сельского хозяйства в департаменте правового обеспечения и даже отсудил для государства 2 телятника у каких-то рейдеров. Вот считается это работа на государство? Ну, А такое. потом адвокатура чисто. Потом я занимался, был юристом без статуса адвоката в различных коммерческих организациях, а потом в какой-то момент подумал, ну, я уже там дорос до начальника департамента в крупной компании, и, ну, уже скучно было. Мгм. Вот, и решил в новой Но стезе зато себя. сейчас ты весело живешь. Понимаешь, я прохожу скорее по категории враг, а не предатель. Это Все-таки как враг, бы да? это разные Мгм. как бы вещи. То есть предатель — это стопроцентное Хорошо, враг уничтожение, народа, давай так. ну, враг государства. Враг государства, Враг с государства, которым да. ты живешь, паспорт которого ты носишь, Да. так сказать, Но, понимаешь, враг какой? Идеологический. То есть им может не нравиться, что я говорю, хотя я не так много говорю, да, и я больше молчу зачастую, да, чем что-то говорить. А с другой стороны, понимаешь, а за что? За работу, что ли, наказывать? То есть я же не делаю, я не претендую на некую политическую компоненту. Я не баллотируюсь никуда. Но все равно ты же сам называешь, не знаю, ты это придумал или Фейгин, твой коллега, политическая адвокатура. Это политические инструменты достижения юридических целей. Почему? Из чего это вытекает? Да? В Конституции Российской Федерации написано, что каждый человек, который обвиняется, вправе защищать себя любым способом, не запрещенным законом. Мгм. И когда в условиях отсутствия работающей правовой системы, нормально работающей правовой системы, юридические инструменты становятся бесполезными, то, опираясь на эту норму, Ты волен выбирать любой способ защиты. используется медиазащита, Мгм. да, используются политические инструменты какие-то, там, принятие каких-то резолюций международными организациями и так далее. Но это не политическая деятельность в чистом Смотри, но смысле этого слова. это всегда хождение по краю, потому что в России закон как дышло, могут любого человека кем угодно назначить. Конечно, это И да, токсично, это это токсично, токсично, да. и сейчас оправдательных приговоров меньше, чем при Сталине там, и так далее. Все это известно, допустим, да. Но вот я сейчас не про ваши отношения личные. В свое время вы разошлись с Марком Фейгиным и с Новиковым, с Ильей. Ну, Вот. с Ильей мы после этого работали вместе по кейсу моряков. Ну, да, да. Ну, короче, где в этом дело? Я же не про личные отношения. В конце концов, знаешь, все, что не происходит, происходит естественно, потому что каждый из вас, и ты, ты там все-таки был не лидером, а ты вырос в лидера, ну, в самостоятельную фигуру, и ты в любом случае бы, это в любом случае было бы так же, да, что ты самостоятельную деятельность отдельную бы начал. Это просто, ну, Ну, видишь, какая штука. профессиональный рост. Адвокатская работа, она не только индивидуальная, она бывает командная. Ну, Да? То понятно, есть, да. когда происходит коллаборация разных адвокатов, Я понял. Но я имею в виду просто, что как бы там вы ни расстались, по каким бы причинам, формально там, физически, вот его лишили статуса адвоката. Неужели нельзя найти, если вот при желании кто-то вот так кулаком по столу ударит, скажет, мать твою, как этот Полозов задолбал. не, ну, легко можно сделать. То есть, это на раз-два делается. Ну, Ну, вот за последнее время, я тебе скажу, вот, например, был адвокат Дагир Хасавов, который защищал мусульман. сейчас А, сидит он же, по-моему, да. Сидит ему пятерку дали за... Фегин лишен и в бегах. Да, Да. адвокат Павлов Иван такой, который занимался делами о шпионаже. У него еще такая организация «Команда 29» и «Пражский клуб адвокатов» он делал, да. Тоже закусился со следователями ФСБ, где-то перешел кому-то дорогу, и, соответственно, сейчас в отношении него дело за разглашение данных предварительного расследования. Ну вот.
То есть никакой у тебя, то, что ты говоришь, это все, Ну, Айдер, слушай, вот когда я начал работать в Крыму, ну, это я начал с января 2016 года, да, по делу Ахтема Чайгоза, по делу мгм, Ильми мгм, Умерова, по ряду других дел. Ну, дважды за буквально 1,5 года на меня были попытки возбуждения уголовных дел. мгм. Причем от разных органов. Сначала прокуратура Крыма возбудилась, вот, им там не понравилось, как я в процессе Чайгоза, что я там делал. Потом ФСБ, и они меня даже похищали один раз в Это я Симферополе. помню, да. Да, ну, То есть это даже рассказывал. не разговор о лишении лицензии, а уголовные дела. Да, да. Но оно как бы, оно не сработало, потому что, я не знаю, может быть, Бог бережет, может, еще что-то. Я как бы никаких действий от себя, кроме того, что я был абсолютно честен со своими доверителями, да, и выполнял добросовестно свою профессиональную обязанность, я не совершал. То есть я никому не ходил, не звонил, не говорил там. Единственное, обратился в адвокатскую палату, сказал, что вот такая история, меня вот собираются преследовать. Что вы сделаете? Вот адвокатская палата мне прислала брошюрку в ответ, что делать адвокату во время обыска у него. Ну, большое спасибо, мне это, Вот это защита наверное, юридическая. пригодится. Наверное, Да. пригодится. Перейдем вообще в другую, ну не в другую тему, но чуть другую плоскость. По-разному бывает в жизни разных людей. А тебя семья поддерживает? Да, безусловно. Прям полностью. Полностью поддерживает, да. То есть и мама, и жена, как бы все, они, наверное, страдают отчасти, потому что работа такая, что часто отсутствую. Да, дети, наверное, страдают. Это тоже как бы, ну, для меня Мгм, это тяжело, мгм, внутренне тяжело, мгм. да. Но ни разу не было такого, чтобы они сказали, слушай, давай, может, там ты закончишь это. Они Мы понимают, из-за тебя, вся наша жизнь переломана, вот да, это все. они понимают, насколько это важно для меня, и ну, видимо, жертвует чем-то своим для того, чтобы я мог реализовываться в том И числе. вообще ни разу тебе жена, вот и мама, и даже теща, допустим, тебе не сказала ничего. Коль, ну ты такой проблемный, токсичный человек, что Ни разу. ни разу. Ну, просто, как тебе сказать, они видят, насколько для меня это важно. Вот. И в этом смысле поддерживают, за что им огромная благодарность. Ну, действительно, стоит благодарности, без вопросов. Да, и еще хотел сказать, а у тебя про свою жену расскажи, она актриса у тебя же, да, Да, насколько я знаю? да. У меня так получилось, что у меня и жена актриса, и сестра актриса. То есть, Ты один отщепенец в семье. нет, я даже, и у меня был опыт актерской деятельности, ну, в раннем возрасте, значит, снимался в Яралаше. Так, выпуск номер, да, я найду тебя. Ну, я сейчас не готов сказать, я тебе... А как это называется? Одна серия, по-моему, называлась «Кирпич». Кирпич. А я, а, кажется, смотрел только Вот. Одна кирпич, ну. серия, как-то она то ли «Французские духи», я там с сестрой снимался. И одну Мгм. серию я озвучил. И у меня был опыт участия в массовке в метре, в полном. Знаешь, у кого? Нет. У Андрона Кончаловского. Да. Господи, какой Причем, знаешь, в каком ужас. году? Нет. В 90-м. В 90-м. То есть он приехал с итальянской съемочной группой, нас кормили кинокормом, которого у советских детей это... Назывался «Ресторанная еда». Это, Да, это, это спагетти поди. фильм был «Ближний круг». Помнишь, такой был про киномеханика Сталина? Нет, не помню, если Ну, честно. достаточно известный фильм, там даже голливудские какие-то актеры снимались. То есть это было, помнишь, вот такая, когда совок разрушался, вот они вот только-только вот начинали возвращаться, все вот эти вот интеллигенции, вот эта Михалковщина, вот это, да? Мгм. Вот. Ну, не суть важно, то есть как бы и жена у меня тоже актриса, она в театре играет, такой называется Московский губернский театр или что-то, да, Мгм. по-моему, так. Ну вот, ну, я отношусь к творческим людям с пониманием, скажем так, да, потому что это всегда такая тонкая душевная организация, это всегда нужно поймать состояние, удержать его, да, то есть вот это такие вот вещи. У Ну, меня бабушка, одна из бабушек тоже актрисой была, поэтому это... то есть ты, в ну, принципе, знаешь эту часть дамского как бы контингента и ну, умеешь находить общий язык. да, да, имею представление. Удивительная, конечно, история. А зачем ты стал адвокатом вообще? Ты действительно, я, правда, пока не нашел тебя в этой серии Ералаша. Ералаш номер 107, называется Мгм. «Кирпич». Ну, я там тоже в Найдите, посмотрите. эпизодической В роли. эпизодической. А Да. главный ты Сижу, где-то сижу был? на парте где-то. Да? А А главный главное, был? по-моему, на «Французские духи» называлось или что-то такое, там Тоже с Ералаш, да? сестрой, да, да, Французские да. духи. Мгм. Вот. И, ну, понимаешь, какая штука? Если бы я что-то понимал в точных науках, да, Мгм. может быть, я, наверное, был бы математиком, физиком или программистом,
да. А поскольку меня даже в институте на военную кафедру не взяли, потому что у нас была военная кафедра ПВО, а там нужно было какие-то функции уметь А ты чертить. абсолютный гуманитарий, совсем, да? Абсолютно, То да. есть То есть вот хоть корень стучи из, по корень из дереву. 4. 2, наверное. Ну, как же абсолютно вечно. Не, ну в школе-то учился. Отличничек, наверное, был. Нет, Нет? нет, нет. Я учился чуть выше среднего, потому что, ну, по моему мнению, как бы, когда человек отличник, это либо он вундеркинд, таких очень Мгм, мало, мгм. да, либо из него это выдавливают. Либо он зануда. Да, и как бы, а когда человек, он как, ну, имеет разные стороны, Мгм. это ну, более такая многосторонняя личность. А, Так, и вот ты учишься в школе, наверное, в центре Москвы, как я понимаю, да? Ну, я М, учился в нескольких школах. Первая мгм, школа у меня была 123-я мгм. в в Хлыновском тупике. Вот. Это через улицу от здания ТАСС ближе к Кремлю. Ну, это Это самый центр-центр центр, это просто, в пределах да? Бульварного Да. кольца. Вот, и как бы... Но, понимаешь, в то время не было такой дифференциации центр, не центр, это было все очень условно, Мгм. потому что я в школу пошел, это был, по-моему, 88-й год, и, ну, в то время как-то не было богатых и бедных, все были одинаково бедные. Ну, большинство, по В крайней мере. большинстве своем, да. Вот. А потом уже как бы, ну, оно происходило в разных местах. То есть я жил и в Хамовниках какое-то время, там, ну, Слушай, а поди же и в школе какие-нибудь знаменитости у тебя знакомые, какие-нибудь актеры, там, какие-нибудь ныне сотрудники каких-нибудь ИТАР-ТАССов, там, нет? ну, Может, ты с Маргаритой Симонян учился? нет, Или... я учился вот в последней школе, ну, наверное, ты знаешь, ведущая, она сейчас «Эхо Москвы», Маша Майерс. Знаю, да. Вот, у нее это псевдоним, а как бы у девочки там было настоящее имя, но я не буду озвучивать, если Так она... смысла нет. Вот. Мгм. А еще один у меня одноклассник, такой Костя Седов, он тоже пошел по очень уникальной стезе, больничный клоун. Знаешь, такая? Это когда онкобольные дети. Да, когда дети, Мгм. и он как бы на профессиональной основе, наверное, последние лет 15, вот, занимается, он один из основоположников в России вот этого вот движения, то есть, ну, очень крутой парень. Скажи мне, я почему спросил про друзей и одноклассников, так плавно перевожу к теме друзей. М, Предательство, к сожалению, особенно в условиях, когда ну, есть повод, и есть повод бояться, есть повод отодвинуться. Знаешь, когда в мирное время все всем друзья, все со всеми ладят, все хорошо. Как Мгм. только что-то переключается, и люди начинают чувствовать страх, ну, я потерял там 99,99 людей, с которыми я общался. Потому что они говорят, друзей уже там делить никого не буду. Как бы умер шмумер, как говорят, лишь бы был здоров. А у тебя что с друзьями? Слушай, на самом деле я очень закрытый человек. Да ладно. Да, я очень закрытый человек, очень интровертный. Серьезно? И да, и Тебе не как бы скажешь так вот в и сейчас. зону личного пространства я практически никого не допускаю. У меня есть, по сути, один друг, с которым мы дружим уже, наверное, около 25 лет. Вот. Он живет в Питере. То есть Мгм. он жил в Москве, потом он женился, уехал в Питер. И, в принципе, я больше ни с кем очень такого плотного И до войны контакта даже, да? м, И до войны так и было. и до войны, да. Да. И какой-то вот прям предельной откровенности я не Но он поддерживаю. тебя не бросил? Нет. Он такой же, как ты? Нет, он живет своей жизнью, он, Не, ну я понимаю, что он да, такой, я он имею в виду по врач, как бы, убеждениям. Он... у нас нет никаких идеологических Ну, я и разногласий. говорю про это, Да, по да он убеждениям. абсолютно Мгм. понимающий человек, Мгм. как бы, но он как бы приспособился к той жизни, которая есть в России. Хотя я тоже приспособился. Ну, если бы я не мог приспособиться, я бы Так, такой уехал. себе вариант приспособления. Да, Ну, активное приспособление, назовем насчет, это так, да, Коль, насчет уехал. Вот у меня есть глубокое убеждение, а ты знаешь, что мои прогнозы имеют свойство сбываться, что ты настанет момент, когда ты ну, рано или поздно, уедешь конечно. из Русского рейха, и мы будем с тобой видеться чаще. Ты для себя этот вариант рассматриваешь, семья, ты сам. Конечно, я думаю об этом. Ну, слушай, было бы, наверное, некрасиво лгать и Нет, тебе, и телезрителям в нет, глаза, да, говорить о том, что конечно. я как бы, да зачем, у нас там все хорошо, как бы. Нет, потом ты же не похож на идиота, на какую-нибудь там Евгению Марковну Альбац или на какого-нибудь там даже, извините, Виктора Анатольевича Шендеровича, который сделал себе паспорт иностранного Ну, государства. сделал Да, все-таки, подумал об да, этом. подумал, призывал людей оставаться, ходить с этими с туалетными ёршиками, а сейчас написал, что все уезжайте, все, лавочка закрыта, теперь будут репрессии. И такие люди, опа, ну ты же не из этих, тебя же никогда ничего это не обманывало. Ты Да, трезвый человек. да. Ну, смотри как. Конечно же, я стараюсь оценивать возможные риски.
конечно же, да. И здесь мне приходится выбирать между а, риском собственной, для собственной безопасности какой-то, да, и теми действиями, теми позитивными действиями, которые я еще могу Мгм. успеть вот в этот оставшийся период, в этот отрезок, сделать для других. Но размер этого отрезка ты себе не представляешь. Ну, конечно, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, что называется, да, Мгм. конечно, я не представляю. Пока бьет снарядами, вот видны зорницы, да, то Мгм. есть не то, Мгм. что вот падает во дворе. И я убежден, что когда оно начнет приближаться, скорее всего, ну, может, я себя успокаиваю этим, да, будет какой-то вот зазорчик, Мгм. да, Пивоваров же тоже пытался. Это Андрей Пивоваров, который русский оппозиционер, который в Ходорковской Открытая «Открытой Россия, России». А сейчас да. он, по-моему, где-то в тюрьме же, да? Ну, закрыли его, да. Но, понимаешь, Мгм. у человека было 3 дня. 3 дня, да. На самом деле, для того, чтобы решить вот сложный вопрос, достаточно 12 часов. Ну, Вот. убежать просто. Да, ты просто бежишь, Ну, ты как как бы Бабченко, когда оставляешь. ему сказали, что тебя Да, закроют, он да, убежал. да. Мгм. И в этом смысле у меня как бы все равно остается, может быть, иллюзия, Мгм. да, что как бы зазорчик все равно будет. И пока не наступил час X или приближение его, да, уехать вот сейчас, это означает, что я фактически украл у тех людей, которым я могу помочь, эту помощь. Вот Мгм. этого я допустить не могу. Но какую-то красную линию во внутренней жизни рейха ты для себя обозначил, после чего не будет смысла и опасно, и просто смысла не будет там оставаться. Мне сложно это сформулировать, потому что, ну, условно говоря, когда я иду домой, а возле соседнего подъезда стоит бусик Следственного комитета, следственная оперативная группа, оно, конечно, ёкает. Мгм. Оно ёкает, и как бы с одной стороны, он стоит, а с другой стороны, блин, он стоит у соседнего подъезда, значит, не все так Это ж плохо. при Сталине так было. Ой, Воронок приехал к нам. Нет, к Да, соседям. Ой. да, все в порядке. Мгм. Вот, это такая интуитивная история. То есть мне сложно это сформулировать, но из того, что я, естественно, стараюсь быть в курсе внутренней повестки России и как бы и отслеживать динамику законодательства и конкретное правоприменение, что происходит, вот, я все-таки надеюсь, что до часа X, да, до вот этой красной линии, у меня будет все-таки какое-то... Плюс, понимаешь, у меня есть такое ощущение, что, ну, все-таки какая-то счастливая звезда есть, что-то уберегает. Что-то уберегает. Я не очень религиозный человек, честно скажу, да, но тем не менее, как будто что-то, оно всегда вот либо отводит, либо как-то вот опасность какой-то. Ну, слушай, 2 попытки уголовных дел на адвоката, да, Ну, это с адвокатами такое редко и случается, я обе согласен, закончились да. ничем, Следственный комитет просто говорит, нет оснований. Нет оснований. Почему? Как? Да. Слушай, допустим, лишение лицензии, это будет сигнал, что все, Не, ну, ну, безусловно. тогда уже просто нечего делать там. Не, можно переквалифицироваться в видеоблогеры, как это некоторые мои коллеги делают, да, Так он но уехал, по-моему, из России. нет, По-моему, нет. нет, нет, Нет? нет. Ну, я не знаю, я не Не, спрашиваю, ну конечно. может быть. Ну, скорее По всего, крайней мере, вряд ли. я слышал из уст Марка, когда он был со мной, Мгм. эфир проводил, что он скрывается. Вот это я слышал. Ну, может Уехал и быть. не уехал, Может быть. я не уточнял даже, Вот. понятно. Нет, лишение это однозначный как бы звонок, да, а с другой стороны, как бы, а что там без статуса делать? Чем Ну, это заниматься? про то, значит, эта история, я тоже, знаешь, был такой, ну, трудно уезжать, это правда, трудно. Но когда я пока еще что-то мог, я порадовал себя, что я могу вот здесь назвать оккупацию оккупацией, там, назвать Россию агрессором, что-то там в своей журналистской деятельности, там, в редакторской, написать на сайте «Эхо Москвы», там, где-нибудь еще в Фейсбуке и так далее. Потом я просто понял, что все, это щелкнуло, прям стало понятно, что лавочка закрыта, и надо уезжать, чтобы просто быть полезным своему народу, Украине, правде, в конце концов, да. Вот. Но это интуиция же Ну, была, да, правильно? стало понятно, да. Ну, Это вот, стало понятно, такая же ну, история. когда я был с автором с доклада Немцова, когда мне мой редактор дал понять, что все, как бы, что Мгм. он не сможет, не захочет больше это, как бы, меня, типа, там, прикрывать, как он это делал. Вот. У каждого своя, знаешь, свой предел боли там или уязвимости и так далее. Конечно. Вот. И я, в принципе, конечно, лучше бы я раньше уехал, это уже понятно, что просто потерянные годы. Но если ты окажешься в Украине, а если за границей будет, то это будет Украина, да? Ну, Если... скорее всего, да. Но
Мгм. Во-первых, я несколько місяців тому почав вивчати українську мову. Тому А давай перейдемо. тому якщо потрібно спілкуватися, я вже трохи можу, але не дуже вільно. Розумієш усе зараз? Ну, Розумію усе, тому що багато читав, мгм. багато бачив якісь телепрограм, багато текстів Мгм. українською мовою. Ну, за 7 Текстів років. спеціальних, тобто юридичних. Не тільки. Мгм. Ну, наприклад, регулярно читаю «Українську правду», Мгм. інші Видання. джерела. Мгм. Так, так. Тому вже спеціально почав вивчати з репетитором Мгм. двічі на тиждень. Онлайн. Так, так, так. Молодець, що сказати. Ну, це, це якось прикро, коли ти маєш назву «український адвокат», але не володієш А державною ти мовою. український адвокат? Ну, я маю статус вже. Як я відкрив в Україні у Києві адвокатське об'єднання, не Ну, маючи розказуй, статуса? розказуй. Где-то года, ну, я перейду на русский, Да переходи. да? Года 2 назад, даже больше, наверное, 2,5 года назад, я принял решение, что, в принципе, зацикливаться только на российской повестке Это недальновидно. недальновидно, да, Мгм. и учитывая предыдущую нашу часть разговора, да, ну, надо как-то подумать о каких-то возможных путях развития, Да. да, становления личности, вот, не только все в России или в оккупации. А потом тоже специфика совсем другая, судебная специфика, Абсолютно, юридическая. Да. абсолютно. И существует по украинскому законодательству возможность, если есть иностранный адвокат, он может здесь зарегистрироваться как иностранный адвокат в едином реестре адвокатов Украины. Но в суде ты не можешь тут Могу, быть. Можешь? могу. Але есть условия, нужно только в співпраці с украинским адвокатом это Мгм. делать. И здесь я работаю с прекрасным профессионалом, ты его тоже очень хорошо знаешь, это Владимир Кутовой. Это человек, который, я поясню нашим зрителям, есть такое создание, Мураев, это хозяин телеканала «Наш» сейчас, раньше он там, News One и так далее. И вот, и потому что мой личный опыт, как Володя Кутовой, про которого, партнер Коли, про которого он говорит, как он просто классически в одни ворота, в двух инстанциях просто, а я его назвал там всякими честными, но неприятными для Мураева словами, типа агент России и так далее. И Володя с таким европейским шармом, знаешь, он цитировал европейский прецедент, он красиво там выступал. Просто адвокат, приятно смотреть, как человек работает, хотя он же моложе тебя, Володя, да? Ну, у нас не очень большая Ну, разница. И, ты понимаешь, это же был единственный раз, когда Мураев проиграл суды да, он всех журналистов по всегда защите выигрывал. чести и Да, да. достоинства. И тут нормальный адвокат вышел, и Да. все, и тузик, и где, и грелка сдулась. и Именно всё. так. Да. И я получил статус, то есть для иностранного адвоката нет необходимости сдавать экзамен, там, проходить, То есть это зачет как бы образования и статуса. То есть ты со своим который у статусом меня там. уже. Да, 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 да. ага. Это принимается на веру, Мгм. то есть, ну, я представляю все документы, что я там Понятно. числюсь адвокатом и так Мгм. далее, и это позволило мне здесь открыть адвокатское объединение, уже мы ведем практику определенную, ну, вот, например, твой кейс с Мураевым и так далее. И в этом смысле это тоже определенный личностный рост, определенное развитие. Потому что, ну, можно закупориться, условно говоря, в политических делах и никуда дальше не расти, да, только вширь от того, что много сидишь Мгм. и кушаешь, да. А здесь это все-таки, ну, слушай, когда тебе 40 лет, ты начинаешь учить иностранный язык, да, это, ну, определенный перемога и над собой в том Я числе. тебе дам прогноз. Ты обязательно начнешь новую жизнь. Я в этом, вот я как такой, ну, дед Ванга у нас Бабченко, а я такой прадедушка тихий такой. Вот, и я тебе скажу, что тебя ждет обязательно новая жизнь. Я, честно, это мое личное мнение, можешь никак не реагировать, я не вижу у тебя будущего в Рейхе, вообще у хороших людей я там будущего не вижу. И всем желаю готовиться, там, учить иностранные языки и в итоге переезжать, ну, я-то считаю, что в Украину честным людям нужно тут помогать бороться со злом. Но если даже куда-нибудь, что хотя бы ради детей, куда-нибудь уезжайте. Вот, ты-то, я уверен, что тут найдешь и работу, и найдешь друзей. Друзей-то у тебя, мне кажется, хотя ты и говоришь, что ты закрытый человек, но с тобой куда ни зайдешь, тебя все узнают.
А в Крыму тебя узнают на улице? Да, в Крыму, конечно, А узнают. узнают в хорошем смысле или в плохом? Иногда даже на улице узнают. Есть такие вот эти русскомирные бестолочи, которые там: "О, пошел этот". Нет, вот такого я ни разу не Не встречал. встречал, То да? есть я только... Хотя, конечно, когда незнакомый человек подходит на улице в Ты условиях напрягаешься, России, да, оккупации, это, Мгм. ну, вызывает определенное напряжение внутреннее, да. Но никогда никакой агрессии со Мгм. стороны вот простых людей в Крыму я не видел. И э, все, кто меня знают, они всегда очень, ну, наверное, с каким-то уважением А относятся. как к тебе обращаются представители народа Крыма? Как они тебя Но те, называют? кто помладше, называют Николай Ага. Класс, класс. Ну, я же друг, у меня даже крымско-татарского народа. Мне на день рождения Нариман Джелял и Виджие Кашка тогда была еще жива. Подарили такую, во-первых, халпа, Мгм. и во-вторых, специальную грамоту, Мгм. где написано на крымтате и на русском языке, что я являюсь официально другом крымско-татарского народа. Для Ты меня это, ну, предмет особой гордости. Да. Для меня тоже предмет гордости, что ты с нами. Потому что, ну, Спасибо, Эда. все эти годы, ну, не знаю, знаешь, много чего тут менялось, и многие люди, и некоторые люди предавали, кто-то там замолкал вдруг, кто-то в кусты отползал, кто-то чего-то. Вот, а ты такой неизменный человек. Притом, знаешь, говорят часто, что адвокаты, они беспринципные, их интересуют только деньги там, и так далее, и так далее. Но нет, все-таки нет. Не, ну деньги Нет, тоже да. интересуют, давай уж честно. Нет, ну в адвокаты не идут за благотворительностью. Понятно, что когда ты шел в адвокаты, ты, я уверен, думал, что там, что, ну, ну, мотивация такая. Во-первых, адвокатом, я мечтал быть адвокатом, знаешь почему? Что ты не делай, все правильно. Защищай хоть преступника, хоть честного человека. То есть адвокат — это человек, который индульгенция, так он защищает в этом. Как вот Да. написал Достоевский в одном из своих произведений, адвокат — это нанятая совесть. Ну, понимаешь, Айдер, на самом деле я тебе скажу так, что в адвокаты я шел, уже поработав достаточно много в юридической сфере, да, Мгм. и я шел из-за того, что уже тогда, а это было там середина нулевых годов, я чувствовал огромную несправедливость, которая происходит в России, которая происходит в правоприменительной практике, и я хотел как-то улучшить, как-то это сделать мир Лучше. краще, Ну, да? слушай, я такой же был идиот. Я пошел в журналистику, чтобы справедливость восторжествовала. Это было после всех этих, там, понятно, 91 год, развал Союза, прекрасно, все независимые, Украина независимая, Балтия независимая, я думаю, что Чечня будет независимой. И все. В итоге 43 года коту под хвост. Рейх плевать на меня хотел, на то, что я там мечта, о чем я мечтал. А у тебя нет ощущения, то, что ты много лет там зря провел просто? Нет ощущения, потому что, понимаешь, какая штука? Вот защищая политзаключенных, помогая им, а, это же не просто ты пришел, помог, закончилось время и ушел. Мгм. Да? Я всегда, несмотря на сложный процесс, работаю на результат. Ты до конца доводишь. Ты не уходил ни с одного дела, Не да? уходил. Мгм. И вот если мы говорим об украинских политзаключенных, то 28 человек, которых я защищал, удалось вернуть обратно. Они дома. Вот ради этого результата, наверное, стоило оставаться там и делать то, что я делаю. Расскажи, приглашают ли тебя в гости в Крыму крымские татары? Здесь моряки, которых ты вернул домой и так далее. Регулярно. Что тебе дарят, что говорят? Ну, в Крыму мне дарили картины, вот, например, м, м, с видами Бахчисарая. Мгм. Вот, я себе даже повесил дома, очень красиво. Вот. Ну, понимаешь, тут же вопрос не какой-то меркантильности, Да да? какая меркантильность? Вот, например, у этого Эйдера, Андрей, кажется, его зовут, Да. да? У него папа, я с ним в Фейсбуке он кузнец, например. Он им, не помню, кортики, что ли, он делал и Да, такое да, прочее. Я да. про какие-то символичные вещи говорю. Дарили, дарили. Ну, не то, чтобы прямо у меня какой-то музей, да, и большая коллекция. Для меня важно больше, наверное, человеческое общение. Важно понимание людей и счастье в глазах близких, которым, к возвращению которых я, ну, имею какое-то отношение. Какое выражение эмоций тебе запомнилось? Или от человека, который вышел из тюрьмы русской, или от его родственников? Ну, обычно это очень такие серьезные переживания, то есть люди и плачут, и смеются, и как бы это...
каждая история индивидуальная. Мне бы просто не хотелось... Понял, все. На вопрос снят. Я по-другому сейчас в идиллию эту впадать, конечно, мы не будем, потому что есть успешные кейсы, но есть кейсы, которые выглядят безнадежными. И когда ты смотришь, в каких-то делах ты участвуешь, в каких-то нет, но все равно ты это знаешь. И адвокатов всех ты знаешь. Наших, которые Рымлы там, и кто еще работает. Сроки страшные, количество огромное людей. Десятки, больше сотни давно. Сроки 19 лет, 14 лет и так далее. На что могут на случай, на стечение обстоятельств, на международную защиту могут рассчитывать люди, которых называют террористами без всяких оснований и отправляют в Россию на такие сроки огромные. Ну, понимаешь, какая штука? Еще бы там лет 5 назад я бы мог тебе сказать, что да, международное давление, оно может привести к результатам, и оно тогда приводило к результатам. Да? То есть, когда сидела, допустим, та же Надежда Савченко, да, решение там парламентской ассамблеи Совета Европы, это было ого. Мгм. Но путинский режим же, он тоже не статичен. Эволюционируют, Он, да. да, он или деградирует, там, смотря в Ну, какую смотря от сторону, какой да, стороны смотреть. да. Да. И те вещи, которые могли условно работать год-полтора назад, они уже остаются позади тех красных линий, которые он перешагивает с каждым новым днем. Мгм. Вот. И сейчас я, честно говоря, не готов дать какой-то вот абсолютно точный рецепт, который бы сработал, ну, если не для всех, то для большинства. Наверное, внешнее давление, может быть, и является определяющим каким-то фактором, но какое оно должно быть по своей силе? Моряков тоже не просто так освободили. Да? То есть Ну это и был, Чайгоз с Эдмилом, потому что там безусловно. же тоже там был задействован Эрдоган, да, а Эрдоган сейчас, его наказывает сейчас Путин, Турцию наказывает, значит, за то, что За она, поддержку территориальной целостности и уже Украины. шантажирует в открытую, говорят, если вы не признаете Крым, и так далее, и так далее. Да. Э, Поэтому я не готов сейчас ответить, вот как спасти тех людей, которым чудовищные Хорошо, сроки за терроризм рецепта выписывают. нет, но який шлях, какой путь? Но путь один – это объединение Украины со своими союзниками. Мгм. Это должна быть сильная украинская власть, Мгм. которая, безусловно, ориентирована на Запад, которая ориентирована на НАТО, которая, безусловно, держится сильного, это Соединенные Штаты Америки, да, потому что Европа сейчас безнадежно слабая. И только такой путь с активной позицией Украины, а не то, что ее подтягивают, вот давай ты к нам как-то. Нет, они сами должны. Вот тогда И в деле поддержат, тогда... освобождения политзаключенных тоже. Да, да. Это во всех аспектах. Мгм. И в освобождении политзаключенных тоже. Ну, я надеюсь, что этот вопрос поставит вместе с западными партнерами президент Зеленский на Крымской платформе, которая собирается в августе, потому что, ну, это из гуманитарных это главная тема. Как бы Безусловно. это люди в безнадежной ситуации, которых нужно спасать. Я надеюсь, что так и будет. И у нас остается 2 минуты. Ты, конечно, там не политолог, там, не политик, но как человек ты умнее многих политологов и точно умнее всех русских политиков. Вот что я тут отвечаю за это. Захваливаешь. Нет, просто скажи, украинцы же они не погружены, естественно, в те дела. Каков твой прогноз с внутренних событий в России или, может, выходящих за рамки уже России на ближайшие, ну хорошо, год, два, три? Все будет только ухудшаться. Все будет только ухудшаться. Это как бы свойство режима. Путин и его окружение, они не молодеют. Мгм. Это примерно люди одного возраста. С возрастом происходит определенное закостеневание мышления, да, реакция усиливается. Мгм. Поэтому гайки будут только закручиваться, все будет только ухудшаться. То есть я никаких надежд... Ну, слушай, у нас возрождают там ГУЛАГ в открытую уже. Поэтому никаких надежд на то, что придет какой-нибудь замечательный новый лидер или какая-нибудь политическая сила, никто никуда не придет. То есть пока оно просуществует там до определенной гонки на лафетах, кстати, вот эти вот аурусы, лимузины, да, Ага. вот, сделали похоронную комплектацию. Знаешь, как называется? Лафет. Вот, то есть там вот прямо есть такой писатель Владимир Сорокин, да, провидец. Вот живут прямо по нему, как по писанному. Ты Хотя серьезно говоришь? Это не шутка? вот я сегодня утром в новостях видел. Мгм. Вот. Но потом, когда-то
Может быть, что-то изменится, но не из-за того, что это сделали изнутри, а из-за того, что Мгм. оно обрушилось, Мгм. и уже по новой что-то начали Ну, делать. а-ля СССР, да. Да. Спасибо, что пришел. Спасибо, что нашел время и э, настроение рассказать о себе. Э, Я свою миссию частично выполнил, потому что я хотел, чтобы люди получше тебя узнали. Но Спасибо, все-таки не Эдер. до конца. Я думаю, что мы еще будем встречаться и разговаривать. Тебе огромное спасибо от нашего народа, от людей, которых ты, свободе которых ты уже посприяв. Да. Я бажаю здоров'я, щастя, перемог Дуже дякую, друже. всем нам. И тебе в частности. Спасибо. С нами был великолепный Николай Полозов. Смотрите канал АТР, помогайте нам через Patreon. Каждая копейка, каждый любой вклад важен. Особенно сейчас АТР работает для вас. И поддержка этого канала — дело чести, доблести и геройства. Где бы вы ни жили, где бы ни находились, если вы чувствуете сопричастность к борьбе за справедливость, к борьбе за Крым. Всего доброго. Смотрите АТР. До новых встреч.